الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами. Слава ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. По милости Аллаха продолжаются наши лекции, и призываю каждого, чтобы он сделал правильное намерение. Почему? Потому что человек, который придет в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. И именно одно условие всего лишь. Какое? Намерение. Ният, желание, чтобы, придя в мечеть, перед тем, как прочитать таравих, прочитать витр, получить знания. Вот если у человека будет это намерение, то он, иншаллах, получит эту большую награду. И сегодня хотел бы остановиться на одном хадисе. Один человек, когда уже Абу Хурайра, ради Аллаху анху, это один из сахаби, который передал очень много хадисов. То есть он передал более 5000 хадисов. То есть очень много хадисов передал. И вот к нему на одном собрании подходит один человек и говорит: расскажи мне хадис, который ты понял и выучил от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи. И Абу Хурайра ему говорит: хорошо, я тебе расскажу. И как только он, то есть Абу Хурайра, хотел начать рассказать, то он теряет сознание. Потом приходит в себя, опять хочет только начать рассказать, и опять теряет сознание. И в третий раз, говорит, когда он пришел в себя и хотел уже начать рассказывать, он, говорит, начал падать вперед. И этот человек говорит то, что я, говорит, даже его как бы придерживал, пока он придет в себя. И когда Абу Хурайра пришел в себя, то есть он почему терял сознание? От ужаса этого хадиса. И он говорит, Абу Хурайра говорит: в судный день Аллах субханаху ва тааля призовет 3 видов людей. Известный хадис. 3 вида людей. Первый из них, которому Аллах субханаху ва тааля даровал память. Он полностью выучил Коран. И Аллах субханаху ва тааля, его призвав, спросит: я тебе даровал знание. Ты полностью выучил Коран. 604 страницы. Вот здесь из нас сидящих, нет, наверное, такого человека, кроме Халиль Хазрата. Так ведь? Нелегко. Нелегко. Но Аллах субханаху ва тааля спросит у него: как же ты этим воспользовался? И этот человек ему ответит: я ради твоего довольства учил и обучал людей. И тогда Аллах субханаху ва тааля, тот, который знает, что у нас в сердцах, он скажет: ты лжешь. Ты это делал только ради того, чтобы люди про тебя говорили. Смотрите, какой он умный, ученый, как он красиво читает Коран. И люди не про него так и говорили. И Аллах субханаху ва тааля прикажет, чтобы его бросили в огонь. Второй, которому Аллах субханаху ва тааля даровал богатство, имущество. И судный день Аллах субханаху ва тааля, его призвав, скажет ему: я тебе даровал богатство. Как ты его использовал? И тогда этот человек скажет:
я ради твоего довольства распространял религию, помогал бедным. И Аллах Субханаху ва Та'аля, знающий, Аль-Алим, то, что у нас в сердцах, скажет: ты врешь. Ты это делал только ради того, чтобы люди про тебя говорили: смотрите, какой он богатый, какой он щедрый. И люди про него так и говорили. И Аллах прикажет его тоже бросить в огонь. Третий, которому Аллах Субханаху ва Та'аля даровал силу, мощь. И Аллах у него спросит: я тебе дал силу, мощь, как ты его использовал? И он скажет: я сражался ради твоего довольства. И тогда Аллах Субханаху ва Та'аля скажет: нет, ты врешь. Ты это делал только ради того, чтобы люди про тебя говорили: смотрите, какой он сильный, бесстрашный лев. И люди про него так и говорили. И Аллах прикажет его тоже бросить в огонь. То есть эти три вида людей, с которых начнут разжигать адский огонь. Если так посмотреть, это же три великих дела, три великих поклонения, которые не постильны не любому, а некоторым только. И все возвращается к чему? К чему? Вот сюда, к нашему сердцу. Что мы хотим? Что мы желаем? Даже вот этот месяц Рамадан, который уже начал уменьшаться. Уже сейчас луна начала становиться меньше. Уже прошло больше половины. Посмотри, загляни в свое сердце. Как этот месяц повлиял на тебя, на твое сердце? Что изменилось? А может быть, ничего? А если ничего, то тогда, иншаллах, еще есть время исправить ситуацию. Еще есть время достичь довольства Аллаха. Еще не поздно достичь прощения Аллаха. Но мы должны проявить усердие. И как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе говорит: у человека есть кусочек мяса, маленький, но если этот кусочек сильный и здоровый, чистый, то тогда все его тело сильное, здоровое и чистое. Но если же вот этот кусочек, он слабый, грязный, больной, то его все тело будет таким же. И этот кусочек, что? Сердце. Наше сердце. Из-за этого мы должны всегда заглядывать туда. Перед каждым делом. Перед каждым поклонением. Потому что дела, поклонения оцениваются по намерениям. Так посмотри туда. Что ты хочешь? Что ты желаешь? К чему ты стремишься? У нас не только на языке это должно быть, а именно в сердце. Да, языком мы много чего можем говорить. Он же без костей.
Но, говорят же, сердцу не прикажешь. На самом деле так. Из-за этого месяц Рамадан – это месяц очищения нашего сердца. Мы его должны очищать. Как золото очищают, так же и мы должны очищать. По крупинкам, тихонечко. Потому что если мы проявим беспечность, то Аллах согласен. Пусть Аллах убережет нас от этого. Мы самое драгоценное, самое ценное, вот эту жемчужину. А это что? А это иман. Мы его можем потерять. Из-за этого давайте стараться, стремиться, желать, просить, чтобы Аллах укрепил наше сердце. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа очень часто. Он повторял: «Я мукаллибаль кулюб», «О переворачивающие сердца, «Саббит кальби аля диник», «Укрепи мое сердце на твоем религии». Вот. То есть, если пророки просили, то нам тем более надо это делать. И альхамдулилля, месяц Рамадан, где мы можем достичь этого. Аллах субханаху ва тааля по своей милости открыл врата. Пожалуйста, пользуйся, вот у тебя возможности. Но все-таки все зависит от нас. Мы делаем причину. Хочешь — успеешь. А если не хочешь, можешь оказаться в убытке. Из-за этого давайте постараемся, когда наступит месяц Шавваль, когда мы проводим этого дорогого гостя, начать жизнь с чистого листа. Чистое белое, очищенное от грехов, от примесей, от грязи. И альхамдулилля, намного легче. Просто надо постараться, попросить у Аллаха. И тогда, иншаллах, Аллах нам воздаст в этом мире, сделает нас счастливыми, и дай Аллах, чтобы Он ввел нас в райские сады Фирдаус. Субханаллах бихамдик, шхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейх. Джазакум Аллах хайр. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله